Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Через несколько дней наша страна отпразднует очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции мероприятия пройдут не только в городе, но и в районе. Начались они уже накануне. В преддверии 74-й годовщины сосногорские ветераны принимали поздравления от главы района Сергея Дегтяренко. Именно вы, дорогие ветераны, строили заново, отстраивали наш город, возводили газоперерабатывающий завод, строили ТЭЦ, прокладывали железнодорожные магистрали. И за все за это вам, конечно же, от нашего поколения большое спасибо. Я от всей души в этот предпраздничный день желаю вам крепкого здоровья, долгих, счастливых лет жизни, заботы родных и близких. Всего вам самого-самого хорошего. Присоединились к поздравлениям и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по городу Сосногорску. Помимо теплых слов, они вручили ветеранам красные гвоздики. Пожалуй, самым милым поздравлением в этот день стало выступление воспитанников детского сада номер 2. Дети громко рассказывали ветеранам стихи и пели песни. Шли солдаты на войну, защищать свою страну. Драться шли они с тобой, ради матушки с отцом, ради женушек детей, ради загородных полей. Шли солдаты на войну, После выступления малыши подарили ветеранам открытки, сделанные своими руками. И, конечно же, не обошлось без фотографий на память. По окончанию торжественной части было организовано чаепитие, где все присутствующие смогли пообщаться в неформальной и теплой обстановке. Празднование Дня Победы для жителей района не ограничится только 9 мая. А программа всех торжеств яркая и разнообразная. Расскажем вам о мероприятиях, участие в которых может принять любой желающий. 8 мая на сцене городского дома культуры «Горизонт» состоится торжественный концерт «Спасибо за верность, потомки», по окончании которого начнет свою работу ставшая уже традиционной победная танцплощадка. 9 мая в 11 часов в Усть-Ухте и в 13 часов у мемориала в деревне Пожня состоятся торжественные мероприятия с возложением цветов и гирлянд памяти. Для сосногорцев мероприятия начнутся в полдень. В 12 часов в сквере Победы почтят память не вернувшихся с полей сражений и ушедших уже в мирное время ветеранов войны. В час дня начнется построение бессмертного полка. Его маршрут от доски почета по улице Оплеснина до площади Дома детского творчества. Там же развернется народное гуляние под названием «Победная весна». Завершится День Победы в 21:00 праздничным фейерверком. В Сосногорском районе Республики Коми продолжается благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». Напомню, на собранные в ходе акции средства ветеранам оказывается адресная помощь. Приобретается необходимая бытовая техника, мебель и многое другое. Также на эти деньги реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны. Принять участие в благотворительном марафоне может любой неравнодушный житель Сосногорского района. Реквизиты для перечисления средств вы видите на ваших экранах. В Сосногорске могут появиться новые тротуары. Их обустройство наряду с другими вопросами обеспечения безопасности дорожного движения обсудили члены профильной комиссии Сосногорского района. Все вопросы, вынесенные на рассмотрение, были предложены жителями во время обсуждения народного бюджета на прямых линиях и в обращениях от жителей в адрес муниципалитета. Один из тротуаров предлагается оборудовать на улице Пионерской, рядом со зданием номер 2 на улице Куратова. По словам активных жителей дома 3А на улице Лесной, въезд на придомовую территорию и припаркованные автомобили создают проблемы пешеходам. А огражденный тротуар сможет решить этот вопрос. Его вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы получить заключение от ГИБДД. Возможно ли обустройство тротуара на этом участке? В случае, если автоинспекторы дадут положительный ответ, муниципалитет возьмет адрес в работу. Быстро тротуар не появится. Необходимо получить согласование от ресурсоснабжающих организаций, составить проектно-сметную документацию, запустить процедуру закупки. Но, как признались жители, они рады уже тому, что вопрос, не решавшийся 30 лет, удалось сдвинуть с мертвой точки.
Еще одна проблема – обустройство пешеходной дороги к отделению скорой помощи Центральной районной больницы со стороны улицы 65 лет Победы уже в работе. Проект, представленный специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства, получил поддержку всех членов комиссии. Обустройство огражденного пути для пешеходов значительно упростит жизнь посетителям медицинского учреждения. Подъезд ЦРБ, улица Горького, улица Зои Космодемьянской, улица 65 лет Победы. Там получается 4 улицы. Да, ширина проезжей части там позволяет. Люди пользуются спросом, как вы видели, ходят и в нашу ЦРБ, ходят люди активно. Мы вынесли на комиссию, чтобы уже комиссионно рассмотреть, потому что задача ООО «Спецавтодор» согласовать, потому что им придется содержать этот тротуар внутри ограждения. Наша задача – поставить все нужные необходимые знаки. Еще одной инициативой горожан, прозвучавшей на заседании, стало предложение огородить тротуар рядом с 9-м детским садом. По словам родителей, проблема все так же связана с любителями припарковаться в неположенном месте. Как отметили сотрудники ГИБДД, здесь уже стоят запрещающие знаки, а значит, надо усилить работу с нарушителями правил дорожного движения. Дорожные знаки там установлены, бордюрный камень там имеется. В настоящий момент сейчас будем мониторить ситуацию о неправильной парковке, запрещающей нарушение знаков. Думаю, за 2 недели мониторинг проведем и будет результат. Параллельно с этим на место выедут и представители спецавтодора, чтобы оценить, не помешает ли ограждение механизированной очистке уличной дорожной сети в зимний период. По предложению администрации района все заинтересованные стороны вернутся к обсуждению этого вопроса на следующем заседании комиссии. Некоторые вопросы поддержки у участников совещания не вызвали. В их числе оборудование дополнительных запрещающих знаков в 6-м микрорайоне рядом с 28-м домом, а также установление одностороннего движения на недавно построенном участке дороги на улице Горького. По мнению сотрудников ГИБДД, усложнение схемы движения в городе повлечет за собой рост ДТП. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На минувшей неделе Сосногорск успешно подтвердил свой почетный статус столицы Зырянского рока. 3 и 4 мая в стенах городского дома культуры «Горизонт» отгремел 26-й республиканский фестиваль «Джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосны-2019». Вместе с членами жюри творчество каждого коллектива внимательно изучила и наша съемочная группа. 11 лет назад Сосногорский рок-фест вышел из Дома культуры «Горизонт» на площадь имени Гагарина. Формат опен-эйра прижился настолько, что успело вырасти целое новое поколение меломанов, забывших или даже не видевших горизонтовскую эпоху. 2019 снова стал годом перемен и открыл новую главу истории фестиваля. С собой в родные стены рок-фест вернул конкурсную программу, творческие лаборатории, а главное – атмосферу настоящего рок-н-ролльного братства. Я помню фестивали конца 90-х, начала 2000-х годов, когда это было все здесь. Это было феерическое шоу, всегда огромное событие, куча народу. И, конечно, мне, как старой закалки человеку, мне интересно, когда вот здесь эта особая атмосфера создается. Да, но у Open Air есть, конечно, свои плюсы, да, то есть звук не гуляет, там еще что-то там, как бы люди могут приходить, уходить, но вот здесь вот в зале можно сделать такую атмосферу именно светом, именно звуком, как бы, которую на Open Air не создашь. Вот поэтому мне больше нравится вот в таком формате фестиваль. 26-й рок-фестиваль открыла группа Offhead. Кстати, в 2008 году усинцы выступали на первом сосногорском Open Air, так что музыкантам действительно есть с чем сравнивать. Разница колоссальная все-таки. Улица и звук совсем другой, и много случайных зрителей, которым может понравиться, может не понравиться. Это все-таки более такой окультуренный формат ДК. А в целом абсолютно разные форматы, везде есть свои плюсы и минусы. И было классно попробовать и в ДК. А вот группа «Улица Свободы» помнит еще фестивали 90-х. Впервые в Сосногорске печорские металлисты выступили в 92 году. Их музыка звучала в стенах Дома культуры, на уличной сцене и вот теперь снова в «Горизонте». Вообще технически все растет с каждым годом. Конечно, есть что вспомнить, есть с чем сравнить.
А так, по большому счету, ну, все круто, я не могу ничего негативного сказать. Мне очень все понравилось. Всего участниками фестиваля стали 13 коллективов и исполнителей из Усинска, Ухты, Сыктывкара, Печоры и, конечно же, Сосногорского района. Хозяевами сцены стали воеводская группа «Хобби» и сосногорские коллективы «Точка невозврата» и «Горизонты события». Готовились усердно, тщательно. Буквально как только узнали о том, что будет рок-фестиваль проходить именно в мае, а не в июле, сразу начали готовиться. Буквально 2 месяца нам хватило, прошли заявку. Ну и, собственно говоря, все, огонь, мы здесь, мы выступили. Все здорово. Звездами любого фестиваля являются музыканты, но в Сосногорске в этом году по-настоящему звездной была и судейская коллегия. В состав жюри вошли гитаристы-виртуозы Дмитрий Малолетов и Сергей Табачников, редактор портала о русском роке «Наш неформат» Екатерина Борисова, гитарист рок-группы «Декабрь» Иван Трушин и преподаватель колледжа искусств Республики Коми Алексей Ванеев. Гости из 3 столиц – Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара – фестиваль и его участников оценили высоко. Я когда летел в самолете, я как-то нарисовал себе картину, что это будет такой ДК, такой покосившийся, и там будут музыканты играть мимо кассы. Так у меня почему-то была такая картина перед глазами. А когда я сюда приехал, я увидел роскошный дворец культуры и очень высокий уровень музыкантов. Надо учитывать, что многие музыканты любители, и тем не менее, вот если любительский этот уровень оценивать, то все отрепетировано, все очень сыграно чистенько. Мне очень понравились некоторые группы, просто они уже готовые артисты, кому-то надо еще немножко поработать, но у них есть хороший потенциал. Участие членов жюри не ограничилось только оцениванием музыкантов. Гитаристы Дмитрий Малолетов и Сергей Табачников провели мастер-классы для тех, кто всегда готов учиться у профессионалов. Все это пространство является вашим рабочим пространством. И вы вправе наносить удары там, где вы считаете нужным. То есть, если вы играете какой-то рифм, логично его играть где-то здесь. Если будете играть его тут, все будет очень размазано. Вообще, это восхитительно, то, что в этот год к нам приехали такие музыканты, известные, реально мастера своего дела. Восхищает сидеть, впитывать энергетику человека, слушать умные идеи, принимать опыт, советы. Дмитрия Малолетова очень много услышал. У меня было 1000 вопросов перед фестивалем. И вчера я зашел на мастер-класс и за полчаса все ответы получил от него. Также все без исключения члены жюри провели для участников фестиваля творческие лаборатории. Профессионалы разобрали каждую группу и дали советы музыкантам, выступившим на рок-фесте. Вам обязательно нужно выступать. Если вы выступите там пару раз, съездите там за границу, как-то вы вздохнете глоток воздуха, и у вас попрет еще больше, еще лучше. Потому что любому музыканту нужно обязательно где-то выступать, потому что дома все чахнут. Нельзя в стенку играть, мечтать. Это вот трагедия нашей жизни, что очень мало выступлений у музыкантов, очень мало концертов. Нашлись советы у членов жюри и для организаторов фестиваля. Например, Сергей Табачников предложил и дальше расширять мероприятие, размещая фестивальные события не только на большой, но и на малой сцене. Какие-то, может быть, джемы между группами, какие-то вот коллаборации, может быть, творческие задания, что-то вроде «давайте придумаем песню про то, про это». И это всегда интересно. Любой творческий вызов, он интересен, потому что одно дело, когда ты стоишь на сцене с готовой программой и пытаешься всем понравиться, а другое дело, когда ты начинаешь с нуля вместе с другими артистами что-то делать, это очень вдохновляет. У каждого свой подход, и есть чему поучиться.
Лучшие группы фестиваля приняли участие в гала-концерте, который стал одновременно и церемонией награждения двухдневного музыкального марафона. Перезагрузка состоялась благодаря тем, кто дарил нам радость, дарил нам свое творчество на этой сцене. Есть и долгожители этой сцены. Очень отрадно, что в этом году у нас 3 команды из нашего Сосногорска, 2 из Сосногорска, 1 из Воевожа, тоже нашего района. То есть рок-музыка в Сосногорске жива, и рок-фестиваль, я надеюсь, будет еще долго жить в нашем северном городе, столице зырянского рока. Лучшими гитаристом, бас-гитаристом и ударником фестиваля стали участники ухтинской группы «Бумеранг Проджект» Артем Вальчик, Юрий Лыжин и Илья Гулида. Стоит отметить, что приз лучшему гитаристу был посвящен участнику сыктывкарской группы Феликс Крул и большому другу Сосногорского фестиваля Саркису Манасарянцу, ушедшему в прошлом году из жизни. Логично, что «Бумеранг Проджект» забрала и гран-при фестиваля. Музыкантам был вручен сертификат на запись макси-сингла номиналом в 100 тысяч рублей. Лучшей группой в номинации «Тяжелая сцена» стала Ashes Falls из Сыктывкара. Приз в номинации «Мелодичный рок» увезли их земляки, группа «Обычные люди». Среди альтернативных команд победу одержал коллектив IC Winner из Ухты. Открытием фестиваля стали сосногорцы, объединившиеся под названием «Горизонты события». За верность жанру и фестивалю награда была вручена печорской группе «Улица Свободы». Лучшим фронтменом фестиваля был признан Владимир Русанов из сыктывкарской команды «Оприход». Награда в номинации «Лучший вокалист» была вручена участнику воевожской группы «Хобби». Эта же группа получила и приз зрительских симпатий. Андрей Калиничев, Елена Дволжик, Павел Дурников и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни аномально теплая погода в Коми сохранится. Температура воздуха достигнет летних значений. Дожди местами с грозами и порывистым ветром пройдут в отдельные дни. С 4 по 10 мая ночью будет в среднем +5, днем 12-17 градусов выше нуля. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.